Продолжаем эфиры нашего телеканала обзором экономических, спортивных и других событий. И начнем по традиции с курса валют. Доллар 62 рубля 53 копейки, евро 69 рублей и 68 копеек. Касаемо обмена доллара в Якутске, по обеим позициям лидирует Восточный банк. Покупает за 62 рубля 33 копейки, продает за 62 рубля 70 копеек. В выгодном обмене евро лидирует все тот же Восточный банк. Покупает европейскую валюту за 69 рублей 46 копеек, а продает за 69 рублей 90 копеек. Изменились правила подключения к сетям газораспределения для отдельных категорий потребителей. Учтен круг лиц, которые относятся к заявителям первой категории, то есть чей максимальный часовой расход газа не превышает 42 кубометров в час. Соответствующее постановление вступило в силу сегодня. Если мероприятия по подключению, выполняемые заявителем, не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный договором, то работу могут продлить по инициативе заявителя. Для этого он не позднее 10 рабочих дней до даты подключения направляет исполнителю письменное предложение о продлении сроков подключения, сказано в документе. Средняя стоимость добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в следующем году по предварительным расчетам составит 430 рублей в год. Такие данные озвучил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Страховая сумма по этому виду составит от 300 до 500 тысяч рублей при условии защиты жилья только от чрезвычайных ситуаций, без бытовых рисков. При средней цене недвижимости в 2 миллиона рублей полис будет стоить в среднем 430 рублей в год, то есть меньше 40 рублей в месяц, уточнил Юргенс. И добавил, что цена страховки будет больше в тех регионах, где опасность ЧС выше. Между тем, в ближайшие 3 года правительство страны поможет регионам в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма для этих целей почти 23 миллиарда рублей. Сегодня в России более 270 тысяч сирот, признанных нуждающимися в обеспечении собственным жильем и стоящих в очередях на него. Из них почти 186 тысяч человек в возрасте 18 лет и старше. По закону государство должно предоставить им благоустроенные квартиры, однако ждать собственного угла приходится в среднем от 3 до 5 лет. В отдельных регионах до 9 лет. Ситуация, мягко говоря, далека от идеальной, констатировал премьер-министр России Дмитрий Медведев, собрав во вторник специальное совещание. Предоставление жилья сиротам – это прежде всего обязательство регионов, напомнил глава правительства. Якутия заняла 7-е место в национальном рейтинге прозрачности закупок. Еще в 2012 году республика занимала место среди субъектов со средней прозрачностью. В 2013 и 2014 годах получила статус «высокая прозрачность». А с 2015 года вошла в число лидеров с присвоением звания «гарантированная прозрачность», отметили в Центре закупок Якутии. Рейтинг является инструментом общественного контроля эффективности расходования средств государственными и корпоративными заказчиками, масштаба и степени проникновения коррупции на российский рынок закупок. В 2020 году пройдет всероссийская перепись населения. Это требует большой подготовленной работы, координации действий всех ветвей и уровней власти. Поэтому к разговору в Нерюнгри на очередном заседании комиссии по подготовке и проведению этого масштабного мероприятия были приглашены главы поселений и руководители заинтересованных структур и ведомств. На связи из Нерюнгри наш корреспондент Екатерина Павлова. Екатерина, я тебя приветствую. Насколько уже сегодня район готов к масштабной переписи? Да, здравствуй, Настя. Нерюнгринский район уже готовится к переписи населения. Были проведены ревизия адресного хозяйства, а также проверена полнота и правильность регистрационного учета населения. По сравнению с переписью 2010 года будет внедрен ряд новшеств. Первая новация – это возможность населения пройти самостоятельно перепись, например, прийти в МФЦ или зайти на портал госуслуг и самостоятельно заполнить переписные листы. Вторая новация – это проведение переписи на стационарных участках в местах массового скопления граждан. И третья новация – это использование планшетов и электронных карт, когда все данные будут в режиме онлайн передаваться в федеральные информационные системы. Мы вышли с опросом к горожанам узнать, насколько ли удобны будут эти новшества для них. Вот что нам сказали 'Нерюнгринцы'. Кажется, лучше по старинке все-таки. 'Нерюнгринцы'. 'Нерюнгринцы' – это район, который находится в самом центре Якутска.
надежнее. То некогда, то кто-то куда-то, чего-то как-то. У нас что-то народ обленился, в принципе. Вот честно говорю. Лучше пусть придут, запишут и все, кто здесь живет, как-то. Тогда уже будет точно знать, что это уже надежно. Конечно, эти новшества, можно сказать, они очень удобные, но для учета именно граждан все-таки электронные версии стоит проверять. Для прохождения переписи гражданам не нужно будет предъявлять никаких документов, вся информация будет записываться со слов. Будут узнаваться данные о национальности, уровне образования, родном языке, занятости и самозанятости населения и другое. По предварительным данным, в переписи населения будет участвовать 138 человек в Нюрнбергском районе в качестве переписчиков. На этом пока у нас все. Настя. Екатерина, большое спасибо, но стоит отметить, что кто-то привык к переписи по старинке, однако к современным технологиям все же стоит привыкать. На прямой связи со студией была Екатерина Павлова. Минприроды России оценила ущерб от лесных пожаров в 2019 году. За пожароопасный сезон в ряде регионов России огнем было охвачено свыше 10 миллионов гектаров леса. Более подробная информация у моей коллеги Нургуяны Ивановой. Нургуяна, я тебя приветствую. Каков ущерб? Настя, ущерб по предварительным данным в России составляет свыше 15 миллиардов рублей. И всего с начала пожароопасного сезона в России зарегистрировано свыше 14 тысяч лесных пожаров. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Выдачу материнского капитала предложили ускорить в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. Ведомство предлагает сократить время рассмотрения заявлений о распоряжении средствами маткапитала с 30 до 12 календарных дней. Срок проверки документов с 14 до 5 дней, процесс перечисления денег с 9 до 3 дней. Предлагаемые изменения позволят сократить сроки перечисления средств маткапитала, а также повысить качество предоставления соответствующей государственной услуги. Россиян в 2020 году ожидают 8 коротких рабочих недель. Об этом сообщили в Роструде. Россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные. Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной. Следующая придется на конец февраля, когда в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут 4 дня. С 25 по 28 февраля. В марте, благодаря Международному женскому дню, вторая рабочая неделя также будет 4-дневной. На день меньше придется трудиться и в конце апреля, в преддверии празднования Дня весны и труда. Первые 90 обманутых дольщиков Якутии получат компенсации, 10 из них уже подали заявки для получения выплаты. Помимо Якутии, 16 декабря заявления на выплату возмещений по проблемным домам начали принимать в Пензенской, Орловской и Ленинградской областях. В общей сложности до конца года будут восстановлены права более 1000 дольщиков. Согласно соглашению между Фондом защиты прав граждан, участников долевого строительства и правительством Якутии, сумма на софинансирование для восстановления прав обманутых дольщиков составляет 717 миллионов рублей, где 660 миллионов рублей предоставлены фондом. Остальное – это имущественный взнос республики. В едином реестре проблемных объектов по Якутии зарегистрировано 14 домов, где заключен 721 договор на участие в долевом строительстве многоквартирных домов. Компания «Селигдар» выплатит более 994 миллионов рублей дивидендов за 9 месяцев. Из них 657 миллионов рублей будет направлено на выплаты по обыкновенным акциям и более 337 миллионов рублей по привилегированным. Начисление дивидендов будет осуществляться с учетом средств специального фонда, созданного для обеспечения дохода по привилегированным акциям. Отметим, по данным компании, «Селигдар» не оплачивал дивиденды по обыкновенным акциям 2013 года. «Селигдар» включает 13 предприятий в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, Оренбургской области и Хабаровском крае. В 2018 году компания выплатила 216 миллионов рублей дивидендов только по привилегированным акциям.
Новый корпус мединститута СВФУ начнут строить в Якутске в 2021 году. Предполагается, что после ввода объекта число студентов вуза увеличится почти в 1,5 раза, что позволит в перспективе решить в Якутии проблему с нехваткой медицинских кадров. На данный момент СВФУ готовит проектно-сметную документацию учебно-лабораторного корпуса, чтобы отправить для согласования в Министерство науки и высшего образования России. Отметим, что сейчас студенты медицинского института вынуждены учиться в 6 разных корпусах. День финансовой грамотности пройдет в эту субботу, 21 декабря в Якутске. Организаторами мероприятия являются Смарт-библиотека 203 и Минфин Республики. Специалисты расскажут о подводных камнях, в оформлении кредитов, ответят на вопросы по налоговым вычетам, а также расскажут о том, куда стоит вкладывать свои средства и как можно предостеречь себя от сомнительных финансовых организаций. Также в это время будут проходить консультации и лекции для населения на тему налоговых вычетов. Также проведут лекции о том, куда можно вкладывать свои деньги, куда выгоднее всего, от каких вкладов следует воздержаться. Также эксперты расскажут все о кредитах, о подводных камнях, о процентной ставке, о том, что нужно знать, когда человек идет в банк оформлять кредиты, и о том, как можно получить налоговый вычет по тем или иным в той или иной сфере. Это все новости экономики к этому часу. Настя, до встречи в следующем эфире. Да, Нюра, увидимся. Большое спасибо за информацию. О новостях экономики нам рассказала моя коллега Ниргуяна Иванова. Юристы из Франции и Якутии обсуждают в Северо-Восточном федеральном университете главу «Юридические лица Гражданского кодекса России». Рассматриваемые вопросы касаются теории, законодательства и практики регламентации правового статуса юридических лиц в современном правовом пространстве. На прямой связи со студией Юлия Великодная. Юлия, я тебя приветствую. Расскажи, каких теорий придерживаются участники съезда юристов. Настя, здравствуй. Да, все верно. Обсуждение проходит сейчас, в эти минуты, в зале ученого совета. Я хочу напомнить, что Гражданский кодекс был принят в 1994 году и является определяющим документом, который систематизирует и дает правовое регулирование гражданским отношениям. Ну а глава 4, которая прикована все внимание сейчас, она определяет важность классификации юридических лиц. Давайте послушаем, чего ждут участники съезда от съезда юристов. Нам бы хотелось, конечно, на основе Гражданского кодекса все предприятия, организации, в том числе крестьянские хозяйства, национальные общины, участвовали в процессе развития нашей республики, нашей Родины, Российской Федерации. Ну и, конечно, вот наш глава республики Арсений Сергеевич Николаев в своем послании определил 2020 год как год патриотизма. И, на мой взгляд, патриотизм заключается и в том числе в хорошем ударном труде и соблюдая все требования законодательства. Также мы поговорили с деканом юридического факультета Северо-Восточного федерального университета Румом Мушницким. Он нам рассказал, что категория юридического лица уже 200 лет является самой спорной категорией в праве. А также существуют сотни теорий юридического лица в разных воплощениях и в разных странах. Но отмечу, что сам третий съезд юристов начинается официально завтра. Он посвящен к 25-летию образования юридического сообщества в республике и направлен на встречу столетия Якутской республики. Но и самое главное, то, о чем будут говорить на третьем съезде, это определение образа будущего юриста в современном цифровом мире. Но я напомню, что уже прошел всероссийский юридический диктант в республике, и наш регион вошел в 5 лидеров по количеству участников, доказав, что предыдущие 2 раза не просто так был также в числе самых активных. Сейчас мероприятие продолжается, обсуждение, оно продлится до 13 часов. Ну и пока такая информация у меня. Настя, тебе слово. Юля, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией была моя коллега Юлия Великодная. Мы продолжаем наш выпуск. Подготавливать площади и прокладывать профили для геолого-разведочных работ теперь станет удобнее. Да и вред для экологии снизится. Так говорят в Вилюйской геолого-разведочной экспедиции. Там приобрели новую технику. Мульчер позволяет проводить топологические работы более безопасно и удобно.
Одно из приоритетных направлений «Валроса» – это соблюдение требований природоохранного законодательства при пользовании недрами геологоразведки. Чтобы минимизировать урон окружающей среде, в Вилюйской экспедиции начали использовать новый мульчер. Его используют при строительстве лесных профилей с минимальным повреждением почвенно-растительного слоя на полевых участках. Мульчер канадского производства обошелся компании «Алроса» почти в 50 миллионов рублей. Раньше до покупки этой машины прокладка сейсмопрофилей осуществлялась бульдозерами. А теперь мульчером все это делается намного экологичнее. Первый мульчер «Валроса» приобрели еще в 2013 году, тогда еще Батубинской геологоразведочной экспедицией. По плану техперевооружения 2019-го уже в Вилюйской экспедиции закуплена еще одна машина. Преимущество мульчера в том, что после него не остается поваленных деревьев, а только мелкая щепа, которая в дальнейшем служит подушкой для тяжелой техники. Мульчер работает только в зимнее время, да, и одно из основных условий его работы – это устойчивый грунт. То есть, в принципе, он может и летом работать, но на устойчивом грунте. А так как у нас зона вечной мерзлоты, вообще территория, то идет каждым летом оттайка, соответственно, это там неустойчивые грунты, они не позволяют работать такой тяжелой технике. В среднем за день мульчер проходит 3-4 километра. Чтобы управляться с ним, достаточно 2 машинистов. Всего же для этой работы обучили 4 специалистов. Аппарат хороший, все компьютер, идет хорошо. Лучше, чем старый, помощнее. Мощности у него больше у этой техники. Сегодня мульчерная техника работает на территории Садынского национального венкийского наследия. Вилюйская экспедиция проводит там геологоразведочные работы по поиску месторождения алмазов. Местные жители высказывали недовольство, что работы ведутся всего в 30 километрах от села Сюльдюкар. Но его глава лично убедился, что вред природе от мульчера минимальный. Спасибо новому руководству в лице Сергея Сергеевича, что пригласили показать работы мульчерной техники, который наконец не будет грубую рубку профилей производить, а измельчирование. Поэтому с нашей стороны и от местного населения тоже вот этот вариант вырубки профилей очень эффективный. Сегодня в «Валроса» реализуется специальная программа, которая позволяет использовать мульчерную технику на всех участках при ведении геологоразведочных работ. Благодаря этой технике вред, наносимый алмазникам и природе, минимальный. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Полномочия по отлову и содержанию бездомных животных Якутска планирует передать в ведение республики. Администрация города заявляет о том, что не справляется с этой работой. Этот вопрос рассмотрят на ближайшей сессии Якутской городской думы. С нового года в России вступит в силу закон об ответственном обращении с животными. Должны быть созданы приюты, где агрессивные животные будут содержаться пожизненно. Всех остальных следует стерилизовать, чипировать и выпустить обратно. Администрация прежде всего ставит вопрос о безопасности и комфортном проживании наших граждан города Якутска. И в связи с чем город Якутск также будет оказывать всяческие содействия в данном вопросе. И я думаю, муниципальное наше предприятие «Жилкомсольсервис» также будет принимать участие в конкурсе, уже проводимом не нами, а департаментом ветеринарии по содержанию и отлову данных безнадзорных животных. Безнадежно испорченным оказался отпуск жителя Удачного. Мужчина решил приобрести заграничные путевки через интернет и попал на мошенников. Подробности расскажет мой коллега Александр Хавренко. Александр, я тебя приветствую. А вот по какой схеме работали мошенники? Здравствуй, Анастасия. Мошенники создали сайт «Двойник», известного сайта туроператоров, где продавали путевки по ценам ниже рыночных. На это и повелись люди. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. 43-летний житель Удачного лишился свыше 160 тысяч рублей, заказав авиабилеты во Вьетнам через сайт «Двойник». Потерпевший пояснил, что решил купить для себя и членов семьи путевки до Вьетнама. На одном из сайтов он нашел выгодное предложение и, не удостоверившись в подлинности данного ресурса, оставил заявку. Через некоторое время ему поступил звонок от неизвестного. Звонивший представился сотрудником турфирмы и предложил потерпевшему 4 авиабилета всего за 145 тысяч рублей. Мужчину заинтересовало выгодное предложение.
Тогда лжесотрудник турфирмы попросил его отправить посредством мессенджера фотографии паспортов и адрес электронной почты, а также перевести 145 тысяч рублей на указанный им счет, что потерпевший и сделал. После этого злоумышленник для большей убедительности отправил на адрес электронной почты договор купли-продажи авиабилетов и попросил перевести еще 21 тысячу рублей, якобы на непредвиденные расходы. Мужчина вновь пошел на поводу и перевел запрошенную сумму. Получив денежные средства, аферист перестал выходить на связь. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Столичные полицейские задержали 3 подозреваемых в совершении 12 эпизодов краж на сумму свыше 1 миллиона рублей. Установлено, что подозреваемые проникали на территории промышленных организаций, частной собственности и объектов строительства, где похищали контейнеры, арматуру, производственные трубы и другое дорогостоящее имущество. При этом они предварительно находили покупателей и под видом владельцев сбывали его, арендовав для этого спецтехнику. Решением суда ранее судимый 32-летний организатор группы с 23-летним подельником выдворенный в следственный изолятор. Третий участник группы находится под подпиской о невыезде. Полицейскими по горячим следам раскрыта кража из магазина. В отдел полиции в Якутске обратились представители магазина спортивных товаров с заявлением о краже на сумму около 9 тысяч рублей. Полицейскими по горячим следам была установлена и задержана подозреваемая. Ей оказалась безработная 21-летняя уроженка Усть-Алданского района. Выбрав несколько вещей в спортивном магазине, подозреваемая отправилась с ними в примерочную. Там она сняла с вещей антикражные датчики и надела вещи на себя, после чего девушка спокойно покинула торговый зал. В ходе проведенного обыска часть похищенного изъята. По словам подозреваемой, похищенные носки и штаны она выбросила. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В Ленском районе вынесен приговор по уголовному делу об убийстве и его укрывательстве. В суде установлено, что в октябре 2018 года в ходе распития спиртных напитков между подсудимым и погибшим произошла ссора, в ходе которой один из собутыльников нанес потерпевшему множественные удары молотком в область головы. Третий участник застолья, являясь свидетелем совершенного преступления, оказал содействие в его сокрытии и сокрытии следов совершения преступления. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил убийцу к 10 годам лишения свободы, а его приятелю назначили наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ожесточенную схватку сотрудницы автозаправочной станции под Новосибирском с грабителем запечатлела камера наблюдения. Злоумышленник был избит шваброй и с позором покинул помещение. Подробности смотрите далее. Эту видеозапись с камеры наблюдения на автозаправочной станции в городе Обь Новосибирской области опубликовала во вторник региональная полиция. Инцидент произошел в субботу, 14 декабря. На кадрах видно, как в магазин при заправке зашел грабитель. Он сразу распылил в лицо охраннику перцовый баллончик, из-за чего тот выбежал наружу. Злоумышленник начал искать деньги, но тут что-то пошло не так. В здание вбежала женщина, сотрудница АЗС, и начала выгонять мужчину. Грабитель попытался и ее отпугнуть при помощи перцового баллончика, но вместо этого распылил его на себя. Тогда смелая сотрудница схватила оказавшуюся поблизости швабру и начала наносить ей удары злоумышленнику. Преступник понял, что сегодня ему удача не улыбнется, и с позором покинул помещение. Правда, кое-что ему похитить все же удалось. По данным местного МВД, мужчина украл 7 тысяч рублей. В настоящее время его все еще разыскивает полиция. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Анастасия, на этом у меня пока все. Александр, большое спасибо. Мы обязательно будем ждать. Это был мой коллега Александр Хавренко. SpaceX произвела один из своих последних запусков в этом году. На орбиту успешно выведен спутник связи, который предоставит стабильный сигнал для жителей островов Океании. Но всех поставленных целей этой миссии все же не удалось достичь, рассказывает Роман Чуриков. 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Жители крохотных островов в Тихом океане наконец получат быстрый интернет и стабильную мобильную связь. Компания SpaceX в понедельник успешно отправила на орбиту спутник JCSat-18 производства Boeing. Заказчики — телекоммуникационные компании из Сингапура и Японии.
Утверждают, что все цифровые блага 21 века наконец получат около 1 миллиона жителей Океании. Запуск Falcon 9 прошел эталонно. Ракета благополучно вывела спутник на геостационарную орбиту. Впрочем, компания Илона Маска все же не смогла выполнить всю свою программу. Первая ступень «Фалкона» опустилась на платформу благополучно. Но на этот раз миллиардер поставил своим подчиненным задачу поймать еще и носовой обтекатель ракеты. В будущем, по его подсчетам, повторное использование этого элемента позволит экономить порядка $6 миллионов. SpaceX специально зафрахтовала 2 корабля, оснащенных гигантскими сетками. Но элементы обтекателя поймать не удалось. Сейчас их ищут в океане. Впрочем, Маск уже заявил, что попытки перехвата обтекателей продолжатся при следующих запусках. Мексиканские археологи обнаружили неизвестный ранее проход во дворце правителя древнего города Майя. Это открытие позволит пролить свет на секреты строительной техники коренного народа современной Мексики и эволюцию его эстетических взглядов, полагают ученые. В ходе раскопок в Ушмале, древнем городе Майя на севере мексиканского полуострова Юкатан, археологи наткнулись во дворце правителя на неизвестный им ранее проход. Конструкция состоит из 2 стрельчатых арок высотой 7 метров каждая и коридора длиной 25 метров. Стены покрыты рельефными изображениями, вырезанными из камня известняка. По мнению ученых, проход использовался для ритуальных и церемониальных целей. Нынешнее открытие – одно из наиболее значительных за последнее время, говорит руководитель археологической зоны Ушмаль Хосе Учим. Арки находятся на оси, пересекающей здания. Благодаря им мы начинаем понимать, как функционировал коридор. Дворцово-храмовый комплекс в Ушмале относится к периоду расцвета империи Майя. Его строительство началось примерно в 670 году новой эры и выдержано в архитектурном стиле паук, отличительная черта которого – многообразие украшений на фасадах зданий. Австралийские ученые установили, что наскальное изображение, найденное 2 года назад в пещере на индонезийском острове Сулавеси, является древнейшим в истории человечества. Радиоуглеродный анализ фигуры неабстрактного искусства показал, что картина была создана почти 44 тысячи лет назад. Доисторический художник изобразил на известняковой стене сцену охоты на диких свиней и карликовых буйловов. Некоторые персонажи имеют вид получеловека, полузверя, что отличает находку от других наскальных изображений того периода. Другие известные работы в Европе, где можно различить историю взаимодействия людей и животных, были созданы около 40 тысяч лет назад. До находки на Сулавеси они считались древнейшими артефактами такого рода. Жители Гродно заполнили социальные сети селфи на фоне необычных елок. Из бутылок, виниловых дисков, пряжи и даже колбасы. В канун Нового года местные предприятия установили новогодние деревья из товаров, которые производят. Все подробности у Анастасии Дмитриевой. Елки в Беларуси осветились праздничной колбасой, ботинками и шарикоподшипниками. Необычные новогодние красавицы выстроились в парке Желибера города Гродно. 40 работ представили местные предприятия. Организация делает елочки так, чтобы было видно по елочке, чем организация вообще занимается. Елочка автобусного парка стоит, сделана полностью из шин, тоже не каждый бы додумался так сделать. Ну, красиво так. Одно из самых аппетитных деревьев из колбасы сделал местный мясокомбинат. Правда, в обертке не настоящая докторская, а песок. Натуральный продукт, слишком скоропортящийся, чтобы при плюсовой температуре висеть на ветках. Елка газовщиков сложена из желтых труб и украшена лампочками и манометрами. Сотрудники Гродноэнерго сотворили свою конструкцию из деталей для электрических столбов. Медики не остались в стороне. Работники городской поликлиники номер 3 установили деревянную ель с символом года крысой и звездой на макушке в виде медицинского креста. А фармацевты увешали дерево рецептами и игрушками с таблетками внутри. По вечерам на елках включается иллюминация. И даже в дождливую погоду по парку гуляет много людей. В воскресенье в Гродно прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. Возглавили шествие ряженые полицейские на патрульных машинах. У
московского зоопарка приятное пополнение. На свет появился детеныш антилопы Дик-Дик, занесенный в Красную книгу. Малыш родился еще в ноябре, но долго прятался в ивовых ветках и только сейчас стал свободно гулять по вольеру на радость посетителям. Маленький Дик-Дик практически не отходит от мамы, но это временно. В природе миниатюрные антилопы через полгода выгоняют свое потомство, чтобы завести новое. Так что через несколько месяцев юный самец переедет к своим уже выросшим братьям и сестрам. Дик-Дик – это их голоса, которые они издают, когда, допустим, несколько напуганы, такой ориентировочный сигнал. В принципе, у нас дик-дики хорошо размножаются. Если мне память не изменяет, мы получили уже 6 детенышей, из которых 2 у нас уехали. Один уехал в Новосибирск, другой уехал в Казань. Мы переходим к новостям спорта. Состав мужской сборной России на квалификационный турнир по боксу к Олимпийским играм 2020 года в Токио будет объявлен 3 марта. Об этом сообщил главный тренер российской команды Виктор Фархутдинов. Европейский отборочный турнир пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта. Не сумевшие квалифицироваться спортсмены смогут принять участие в мировой квалификации, которая пройдет в Париже с 13 по 24 мая. Олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом. Игрок теперь имеет право подписать контракт с любым клубом НХЛ. Сам игрок готов перейти в любой клуб, претендующий на Кубок Стэнли, и деньги для него роли не играют. Заинтересованность в Ковальчуке уже проявил Бостон. Всего за карьеру Ковальчук провел 897 матчей, в которых набрал 859 очков. Второй день международных соревнований по лыжным гонкам в Южной Корее продолжился гонками свободным стилем. Наши лыжники продолжают радовать своими яркими выступлениями. Среди женщин на дистанции 5 километров свободным стилем Анастасия Дубова уверенно выиграла с результатом 14 минут 7 секунд. Среди мужчин на дистанции 10 километров свободным стилем Михаил Соснин с временем 24 минуты и 6 секунд завоевал золото. Далее друг по команде Ярослав Котлерчук с полминутным отставанием занял 2 место. Третий национальный чемпионат по масс-рестлингу состоялся в Пакистане. В состязаниях по якутскому национальному виду спорта в городе Шахбаз-Шариф приняли участие около 300 участников из 20 штатов по 12 весовым категориям. Причем в соревнованиях приняли участие и женщины. Во время соревнований творческая группа «Масс-Филм Студия» из Якутии проводила киносъемку нового документального фильма под рабочим названием «Mass Wrestling Unites People Pakistan» о зарождении и развитии масс-рестлинга в Пакистане. В сюжет фильма войдут краткая информация о стране, ее традициях, национальных видах спорта, о лидерах сборной страны по масс-рестлингу, а также о детях, которые готовятся к международным спортивным играм «Дети Азии». В Якутске состоялся открытый турнир по волейболу среди мужских команд на призы отличника физкультуры и спорта СССР, ветерана труда и спорта Виктора Надмитова. В спор за золотые медали турнира вступили 5 лучших команд республики и приглашенная команда сборной Бурятского государственного университета. Соревнования проходили по круговой системе, однако самые интересные матчи организаторы оставили на завершающий день турнира. В итоге 15-10 сборная Якутии становится обладателем золотых медалей. Вторые – волейболисты Бурятского государственного университета. Бронза у команды Якутска. Готовил ребят, учил ребят, готовил физруков, и учил методики обучения волейболу, тактики игры в волейбол. И кроме того, я готовил тренеров-преподавателей. Ежегодно у меня выпускались ребята. И в завершении выпуска коротко о погоде в крупных городах в Якутии. В Алдане минус 29, облачно, ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Ленске немного холоднее, минус 31, ветер западный 4 метра в секунду, облачно, снег. Облачно сегодня и в Мирном термометры показали минус 32 градуса, ветер с порывами до 3 метров в секунду. В столице Южной Якутии, городе Нерюнгри, заметно похолодало, сейчас минус 34, ветер 1 метр в секунду. И в столице региона, городе Якутске, в эти минуты минус 41 градус, облачно, штиль и густой туман.
Наш выпуск подошел к концу. Еще больше информации вы сможете найти на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.